Я считаю, что здесь надо придерживаться какого-то такого правильного подхода. Нет же универсального, что пусть все вакцинируются. Но насчет молодого поколения, то я считаю, что это будет правильный ход, потому как вакцинация – это не новое понятие. То есть такие болезни, как корь и так далее, они как раз-таки искоренялись именно таким способом. Поэтому я считаю, что вакцинироваться нужно. Как по мне, это вообще никак не действует. У меня бабушка вакцинировалась. Потом, спустя недели 2-3, она заболела очень сильно. Она вот до сих пор лежит, болеет. Я не знаю, я не поддерживаю. Вакцинация обязательно должна быть. В смысле, не в приказном порядке, а самосознание человека должно быть. Британия, Германия, Франция провакцинировались, все, ковид на нет сошел. Чем быстрее все провакцинируются, конечно, тем быстрее вернемся к нормальной человеческой жизни. Вопрос, конечно, к нашей вакцине и не в том, что она неэффективна, а мне кажется, вся проблема в ее производстве. То есть, когда ее разрабатывали, как я догадываюсь, к ней подходили ответственно, то есть ее признали, там, что она эффективна, и солидные европейские издания. А вот когда начали ее массово производить, зная вот наш русский авось, мне кажется, бросают все по принципу «а и так сойдет». Мне все равно. Ни в коем случае. Потому что это все обман человечества. Я сам болею диабетом 3-го типа. И мне для диабетиков это особенно опасно. Вакцинация нормальная, обязательная вакцинация ненормально. Обязательная вакцинация – это принуждение, это напрямую противоречит вообще правам человека. А вакцинироваться, наверное, стоит в целом. Безусловно, поддерживаю, потому что по образованию я врач. Много лет работала на педагогическом поприще этой медицины. И поэтому я все 100% призываю всех жителей Осетии показать пример нашей грамотности медицинской, нашего патриотизма, потому что кто не вакцинируется, тот заражает ближних. Если надо, значит надо. Люди, которые хотят, пусть делают, не хотят, не делают. Просто, если вот меня спросить, там ничего страшного нет, просто вакцинироваться, и тебе будет легче даже жить просто. И бояться ничего не надо. Мне это не нравится. Я не могу спокойно пойти в кафе. Я уже приняла эти маски, я хожу с этой маской везде, хотя я ужасно потею в ней, мне это вообще не нравится. Но приходится. Но этот QR-код, это как-то совсем глупо. Честно говоря, мне довольно от этого некомфортно. Мне бы хотелось скорее, чтобы мы прибегли к каким-то мерам по типу вакцинации, но не делали какого-то локдауна, потому что это сковывает всех нас, и, по-моему, каждому становится от этого некомфортно. Не вижу смысла. Зачем? Что это даст? Сократить количество людей, посещающих кафе, чтобы у нас еще и в огромные долги зашли малый бизнес? Зачем это нужно? Думаю, да, потому что уменьшается шанс заражения коронавирусом людей, и это хорошо, что впускают только по QR-кодам. В принципе, локдауны эффективны, то есть, потому что вот нормальный локдаун вводили в Малайзии, когда я там был, и у них было достаточно мало заражений на самый пик коронавируса. Поэтому, конечно, если люди меньше скапливаются, меньше и заражаться будут. Но другой вопрос, то, что мы платим бешеные налоги, и нам как бы должны в такой форс-мажорной ситуации что-то выплачивать, как в цивилизованных странах. Правильно, потому что иначе не добьешься у населения исполнять вот это требование, вакцинироваться. Особенно людям, которые работают с людьми, с другими.